Ekspertler, уважаемые участники круглого стола, прежде всего позвольте вас поблагодарить за то, что вы нашли время для участия в круглом столе по теме «Энергетическая безопасность как основа благополучия народа», инициированной Международным агентством по развитию и политике. Как мы понимаем, выбор темы круглого стола злободневен. Проблему энергетической безопасности в свете зимнего коллапса энергетической системы в городе Бишкек особенно актуальна. С момента приобретения Казахстаном независимости одной из приоритетных, в то же время проблемных сфер государственного устройства является энергетический комплекс. Вы, как опытные государственники, эксперты, не просто как неравнодушные и понимающие граждане эту проблематику, прекрасно сознаете, что сегодня перед Казахстаном стоит острый вопрос энергетической безопасности в целом. Речь даже не идет об одном объекте, который недавно вышел из строя. Речь идет не только об энергетическом комплексе, но и в целом о внутриполитической стабильности страны, а также благополучии, морально-психологическом и об элементарном здоровье нации и народа. В течение 27 лет в эту сферу было потрачено, по некоторым данным, 1,7 миллиарда долларов США. Но несмотря на эти огромные вложения, страна и народ, в том числе до сих пор, периодически испытывают на себя нерешенность ряда вопросов технического, управленческого и кадрового характера. Декларируемая действующим правительством энергетическая безопасность, а именно выработка электроэнергии, его дальнейшее распределение по сей день является сомнительным и совершенно непонятным для общества. Не нужно далеко ходить в поисках примеров. Возьмем только инициативу реализации стратегического проекта Верхненарынского каскада ГЭС или модернизации ТЭС города Бишкек. Вы и так лучше меня знаете о судьбе строительства Верхненарынского каскада ГЭС. Каким образом и на каких условиях привлекались инвесторы из России в лице компании Росгидро. Как мы стали должниками 37 миллионов долларов США. И как была привлечена чешская туристическая компания «Лиглас». Кроме того, необходимо упомянуть и так называемую модернизацию ТЭЦ города Бишкек на 386 миллионов долларов США. В этом контексте, к большому сожалению, куда ни посмотрим, везде у нас мутно, нет прозрачности. Мы все прекрасно понимаем, как в бытность Атамбаева открывался якобы модернизированный, обновленный ТЭЦ. И все мы слышали эмоциональное выступление бывшего президента, где он говорил, что теперь ТЭЦ заработает на полную мощность и не будет никаких проблем у столицы с теплом. Кроме того, он эмоционально раскритиковал тем, что в свое время предупреждали, каким образом идет модернизация данного объекта и какие ожидают последствия. Чтобы было более предметно начать наше обсуждение, я хочу для сравнения привести цифры по некоторым странам СНГ, чтобы еще раз общественность напомнить чудовищную разницу так называемой модернизации наших ТЭЦ и сколько потратили наши соседи по региону и партнеры по СНГ на аналогичные работы. Первое. Новогорьковская ТЭЦ, Российская Федерация. В городе Кстове, Нижегородской области, Новогорьковская ТЭЦ начали реконструировать в декабре 2012 года. В эксплуатацию же она была сдана в 2014 году. За время ремонта в теплоцентрале был установлен 2 газовые турбины мощностью 165 мегаватт. Каждая и 2 котла перерабатывающих мощности. В итоге электрическая мощность ТЭЦ достигла 575 мегаватт. На все это было потрачено 12 миллиардов рублей, то есть около 213 миллионов долларов. Работы по модернизации проводила российская корпорация «Союз». Новая ТЭЦ в Армении. В марте 2017 года в Ереване началось строительство новой теплоэлектроцентрали. Ведет его итальянская компания «Ренца». По плану ТЭЦ должна работать на газе. Мощность
будет составлять 234 мегаватт. Проект оценивается в 285 миллионов долларов. Сдача объекта планируется в 2019 году. ТЭЦ номер 2 в Душанбе. Новую ТЭЦ в столице Таджикистана также построил КВА, который у нас строят. На первом этапе в 2014 годах мощность объекта была 100 мегаватт, а в 2014 ввели вторую ступень мощностью 300 ватт. На оба этапа затратили 349 миллионов, из них 17,3 миллиона выделило правительство. Это новые